Это новости экономики на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко. Российские власти проработают внедрение Института частных судебных приставов, которые смогут заниматься взысканием долгов в пользу бизнеса. Соответствующая рекомендация содержится в обзоре бюджетных расходов на реализацию функций и полномочий Федеральной службы судебных приставов. Предполагается, что на первом этапе частные приставы займутся взысканиями в пользу юридических лиц, а за Федеральной службой останется взыскание задолженности в пользу госорганов и физлиц. Введение и функционирование Института частных приставов может оказать как позитивное, так и отрицательное влияние на развитие сферы исполнительного производства, считают эксперты. Однако передача исполнительного производства в частные руки позволит снизить нагрузку на судебного пристава-исполнителя и значительно оптимизировать бюджетные расходы, так как бизнес-сообщество максимально старается избежать привлечения Федеральной службы судебных приставов для принудительного исполнения решения судов, поскольку на практике это долго и неэффективно. Приставы не нацелены на скорость исполнения судебного акта. Обязательство властей России по предоставлению жилья всем детям-сиротам в стране будет исполнено в течение 6 лет. Об этом заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. Программа по погашению долгов перед всеми детьми-сиротами была выработана на совещании председателя правительства Дмитрия Медведева и утверждена. Сейчас Минфин дорабатывает расчеты по финансированию, сказал Кудрин. Он подчеркнул, что документом предусмотрены критерии и порядок распределения ресурсов для предоставления жилья. По его словам, в течение 6 лет все дети-сироты в стране получат жилье, и больше долгов перед ними не будет. Также глава Счетной палаты Алексей Кудрин призвал расширить полномочия Счетной палаты по борьбе с коррупцией. Я ориентируюсь на общие исследования. Они показывают, что коррупция пока не снижается. Я думаю, что этот ущерб может измеряться триллионами рублей, сказал Кудрин. Как считает чиновник, его ведомству нужны дополнительные полномочия для борьбы с коррупцией. Кудрин уточнил, что сейчас Счетная палата может лишь, выявляя финансовые нарушения, только направлять свои материалы в правоохранительные органы, а уже там разбираются, что считать коррупционными преступлениями, а что нет. Глава ведомства подчеркнул, что коррупция приводит к потере темпов экономического роста, что ведет к снижению роста доходов населения и инвестиций. Кудрин рассказал, что сейчас его ведомство разрабатывает новые методы, которые позволят доказать или опровергнуть коррупцию и предоставлять правоохранительным органам более подробные материалы. В России придумали новый способ укрепить дороги. Речь идет о графеновых нанотрубках, которые укладывают вместе с асфальтом. Экспериментальный участок появился на федеральной трассе Дон. Графеновые нанотрубки формируют в асфальтобетоне армирующую сеть. Тестирование показало, что такие дороги становятся более устойчивыми к образованию трещин и колеи. Это существенно повышает характеристики асфальтобетона, особенно важные в южных широтах на трассах, подверженных высокой транспортной нагрузке при высоких температурах, рассказали производители. Технология такова. Нанотрубки вводятся в битум, а последний добавляется в асфальтобетон. В результате материал становится более устойчивым к образованию колеи на 67%, а устойчивость к усталостному трещинообразованию возрастает на 67,5%. Минфин планирует в марте ввести в правительство законопроект о создании новой накопительной пенсионной системы «Гарантированный пенсионный план». В рамках прошедшего общественного обсуждения первой редакции законопроекта были проведены рабочие встречи с общественниками, представителями работодателей, отраслевыми ассоциациями и негосударственными пенсионными фондами. Планируется, что система должна быть запущена с 2021 года. Гарантированный пенсионный план должен стать стандартизированным защищенным пенсионным продуктом. Его цель – предоставить гражданам возможность направлять личные деньги на финансирование своего пенсионного дохода при стимулирующей поддержке государства. Россиянам стало проще получить налоговый вычет по расходам на лекарства. Теперь вовсе не требуется, чтобы купленные медикаменты входили в специальный перечень, утвержденный правительством. Вернуть часть уплаченного подоходного налога можно при покупке любого препарата, назначенного врачом, напоминают в Федеральной налоговой службе. Размер социального налогового вычета остался прежним. Вернуть можно до 13% от стоимости оплаченных лекарств, но не больше 15 600 рублей. Получить вычет можно одним из двух способов. Либо по окончании года, подав декларацию 3 НДФЛ вместе с подтверждающими документами, это рецепты, чеки, либо в течение года у своего работодателя. В последнем случае можно получить в налоговой инспекции уведомление о подтверждении права на социальный налоговый вычет и предоставить его в бухгалтерию, чтобы она не удерживала НДФЛ из заработной платы работника до тех пор, пока он не получит весь вычет, уточняется в сообщении Федеральной налоговой службы. На этом у меня пока все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.